Съемочная группа телепередачи «Тайная история» приехала в Гудауту. Мы хотим посетить Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии. Ведь здесь очень много эпизодов, касающихся нашей истории. Начало XIX века ознаменовалось страшным явлением для абхазцев – махаджирство. Всего было 5 волн. Это событие, когда абхазы, которых депортировали в Турцию, оставляли свою родину. Сколько бы лет ни прошло, но эта трагедия, она всегда будет трогать наши сердца, потому что, возможно, наши современные проблемы выходят оттуда, и корни наших проблем в махаджирстве. Сколько бы, повторяю, ни прошло лет, мы помним это, мы скорбим об этом. И вот узнали, что в Гудаутском музее была создана скульптура, олицетворяющая махаджирство. Создал ее гудаутский молодой художник Алхас. Расскажи нам немножко о том, что ты создал, как это получилось, и вот почему ты именно пришел к этой форме. Потому что в Турции совсем другой памятник. И скажу честно, ну вот мне лично нравится больше такая подача материала, но мы послушаем тебя. Да, ну у нас в музее вообще как бы в каждом зале мы определили так, чтобы был такой какой-то акцент собирательный образу. Этот зал махаджирам посвящен. Поэтому ну, подала идею вообще Гугуца. Она сказала, что вот женский вот такой символ, как бы известный довольно символ для всех абхазов, чичнани, да, образ такой. Но просто женский образ ни о чем не говорит. Как бы. Ну, это подать надо правильно, чтобы он о чем-то говорил, рассказывал. То есть, ну, в искусстве же есть язык, да, то есть в каждом направлении свой язык должен быть. Вот в образе женском, да, вот в скульптурном образе тоже своего рода, ну, свой язык есть, и надо правильно преподнести, чтобы он начал говорить. Ну, если говорить вот о самой работе, как я ее делал, да, здесь по большому счету очень просто она сделана, из простых, доступных материалов. Даже, не знаю, говорить ли вообще, из чего делалось, тоже... Скажите, нам это очень интересно, из чего она сделана? Ну... Цемент. Это, да, это ткань, обмоченная в цементном растворе, да. Это цемент и это ткань. Да, это цемент, ткань, ну, каркас металлический. После этого я, ну, честно говоря, вот такие большие работы и не делал никогда. Я вообще живописец. Показалось, что смогу сделать. Ну, может быть, есть какие-то ошибки, конечно. Ну, во-первых, и времени было немного на создание работы, всего лишь месяц. За месяц мы вот это все. Я думаю, штыки – это завоеватели, которые пришли на эту землю. Правильно? Мы понимаем, зрители. Сама фигура. Ну, вот каркас металлический. Потом я ее обматывал бумагой. Бумагой, чтобы создать объем какой-то, ну, нужный объем. Потом тканью, просто тканью. И после этого уже, когда все закончено, обмотал скотчем, там, чтобы форма не терялась. Да. Чтобы форма держалась. После этого уже начал вот тканью пропитанной в цементе. После того, как она засохла, я начал обрабатывать детали, какие-то формы. Ну вот руки, например, там само тело ребенка, да, вот как-то форму придавал более, чтобы она, ну, просто обмотана тканью, она не совсем как бы правильную форму давала. Конечно. Все это, в принципе, очень по себестоимости, скажем, очень дешево обошлось. То есть это, ну, буквально, может,
5-6, да, вот на все это ушло. Поехали, камни собрали в Ишерах. Алхаз, может быть, по себестоимости это и дешево, но по виду это совсем не дешево. По крайней мере, это, на мой взгляд, эта скульптура символизирует горе человеческое. Очень многие спрашивают, почему нет лица. Вот ты бы как художник, как ответил бы? Ну, это же как бы собирательный образ, да, поэтому как-то акцентировать на чем-то не стоит. Люди сами должны понимать, что это, во-первых, люди ушедшие уже, и ребенок тоже покойный уже, да, то есть, мне кажется, больше скорби вот в этой фигуре, когда она без лица. Я с тобой полностью согласна. В данном случае лицо не важно, важен силуэт. И я думаю, эта скульптура как раз выразила эту скорбь, когда мать прячет мертвого ребенка, лишь бы не выбросили его с корабля. Мне кажется, несмотря на то, что у тебя было совсем мало материалов, но тебе удалось выразить эту скорбь, это горе женщины, которая мало того, что она потеряла родину, она еще потеряла своего ребенка. И, конечно же, тут, как говорится, сама скульптура говорит за себя. Скажи, пожалуйста, вот я считаю, тебе удалось это. У тебя какие еще планы? Ты что-то собираешься еще в этом плане делать? Ну, в музее, в каждом зале у нас мы планируем, как я сказал, какие-то акценты, да, в зале, вот, посвященные творческим людям, которые погибли в войне. Там Абхерца, я планирую, оно будет свисать с потолка. Абхерца. Тоже, да, инсталляция такая, ну, скорее всего, будет из эпоксидной смолы, да, и такая прозрачная, ну, пока еще не совсем она как бы закончена, эскизы только делаю. Ну, Абхерца, потому что это как бы связано и с творчеством, и военный инструмент, то есть военный инструмент, который воодушевлял воинов, да, и вел вперед. Вот ты сейчас упомянул инсталляцию. Вот эта скульптура относится к жанру инсталляции? Ну, скорее, да. Скорее, да. Я с тобой соглашусь, что есть скульптуры, которые интересно разгадывать, домысливать, догадываться, но эта тема, она все-таки должна быть прочитываемая, она должна сразу ставить точки и понимать, о чем идет разговор. Наверное, так, да, Алхаз? Да, да, конечно. Спасибо тебе большое. Гугуца, в этом зале махаджирства, где стоит эта скульптура, которая недавно только была сделана. Скажи, пожалуйста, зал махаджирства, какие артефакты вы бы показываете своим зрителям? Вообще, с первого дня открытия, эта идея Владислава Григорьевича была, при открытии он сказал, зал махаджиров обязательно здесь должно быть, и восточная часть, кто погибших, всех здесь собирать. И собирать это центром было тогда во время войны, столицей Абхазии, он сказал. Здесь у нас мы начали с того, что здесь убыхи с нами проживают уже очень много лет, они стали абхазами. Вот среди них, вот Хамыт, очень редкая фамилия, кстати, сегодня 8 семей почти в Колдахварах. Но Сергей Хамыт очень известный был в Абхазии, он публиковался везде, он исторически заканчивал, он выступал и говорил, что убыхи должны быть записаны как убыхи, но в советское время это было очень сложно. Вот здесь мы видим паспорт его в 90-м году, через суд он восстановил национальность свою, и он этим гордился. Аргунюр Агудисович,
приехал, когда музей открыли, мы все здесь, и он выпустил все его рукописи, написанные Сергеем, издал книгу «Трагедия Убыха» называется. И он презентацию, делая здесь, рассказал очень много. Прапрадед Сергей Ахмад, когда возвращался сюда, в Абхазию, он оттуда привез ахнышер. И вот этот ахнышер у них до сих пор в доме. Его родной брат тоже войну прошел, инвалид войны, этой войны, Рудик его зовут. Он говорит, это святое для нас. Мы через это, если проходим, на видное место у них висит «Аншах рыцхаш», он все, Бог пускай нас пожалеет. Все время мы молимся перед этим, говорит, перед взятием города Сухум, он погибает за Сухум, и он не был женат, награжден орденом Леона. Вот люлька его была дарственная, вот где он лежал, дарственный музей здесь, и все, что и все его рукописи, которые не напечатаны еще, он очень много писал об убыхах. И он пишет, когда его, это в России проводили съезд убыхов в 90-м году. Единственный, кто был записан убыхом тогда, Сергей был. Он встал с зала и, когда выступая, поднял паспорт, я восстановил, вот я убых. И весь зал, говорит, стоя аплодировали меня. Это счастье было для меня, говорит. Его очень просили, чтобы он не ушел на войну. Он был аспирантом, чтобы он продолжал вот эти, но он не мог не защищать. Они оба ушли. И он, когда погиб, похоронили его здесь, в Калдахварах. Ему посвящают стихи, очень много всего. Руслан Гошбов писал очень много о нем. Здесь с нами собрана вот диаспора, которая за пределами Абхазии, в Турции, Иордании, Сирии. Вот сейчас из Иордании должны тоже передать. Мы собираем все, вот, все, что осталось. У них, ну, они чтят, конечно, вот 154 года вот сейчас лет, как их нету здесь. Вот извините, я честно говорю, мы не смогли, наверное, столько сохранить, столько у них котлы, которые почему-то у многих котлы вот отсюда забрали, они как вот священное что-то у них стоит. И то же самое ахнышерка многие. Вот сейчас 4 ахнышра у нас в музее, которые уехали с ними, но Шамба Хакудж был такой, который вернулся сюда и привез с собой это. И Руслан Агума, его прадед, был выслан отсюда, и очень лет 7 он, находясь там, потом возвращаясь, вернул вот то, что было. Кстати, у Руслана Гумава 2 сына погибших, и он вот этот ахнышер отдал нам, и когда при открытии он будет всю свою историю рассказывать, связано с этим. Я хочу сказать, что вот эта архнышна, о которой ты упоминаешь, для наших русских зрителей, что это надочажная цепь. И это была святыня у абхазцев, и они, конечно, с ней вместе уехали в Турцию, и когда хотели вернуться, то вместе с ней и возвращались. Если ты вот этот цепь кому-то отдашь, очага не будет, говорили абхазы в своих этих рассказах, везде оно есть. И поэтому они главное, что с собой забирали и уезжали. Кстати, вот мгуцбовцы, которые уехали, когда сестра оставалась, она начала просить: верните мне ахнышер. Но они сказали, что нет, мы с собой заберем. Может быть, вот взрослые люди говорили, если бы ахнышера не оставили бы, вот этот цепь, они бы здесь остались бы, вернулись бы. Это, видимо, как легенда, но люди в это верят. Ну, потому что цепь надочажная, она считалась святым у очага абхазов, и поэтому понятно, какое значение ей придавали. Да, и я попросила Сергея Ахмада, брата, Рудик его зовут, у них необычный вообще такой цепь огромная. Он говорит, мы не можем. Прапрадед, когда умирал, говорит, завещание ставил: не трогать, не выносить из дому. И мы храним, как говорит,
перед ним кланяемся, говорит, когда вот я прохожу, кланяюсь и говорю, обзир Аллатаб снагабас хотихи. Гугуца, и вот снова еще один артефакт, я думаю, он очень заинтересует наших зрителей. Вот эта люлька, я так поняла из твоего рассказа, что Сергей Хамид привез ее из Турции? Это здесь Апсугару переоценил. Когда он родился, он лежал в этой люльке. Хочу сказать, вот у нас висят 9 погибших здесь. Джизми Куджба был такой, который дал мне, когда они приехали, все диаспора наша, они написали клятву от руки написанное, что если они погибнут в Абхазии, чтобы они были похоронены здесь по-мусульмански на родине, и никакого другого не должно быть. Так написано было. Вот он трагически погиб, его убили. Вот оставалось 2 дня, вот после 2 дней его убили, я шла по проспекту, он меня увидел. И на руки отдал, пускай у вас хранится. Это клятва, говорит, когда-то, говорит, скажут, что это было, чтобы вы могли доказать. Вот от руки написаны, с подписями, со всеми он отдал. И вот это очень много значит. И у нас есть, мы здесь типа коллажа, мы еще не закончили. Здесь на всю стену будет типа коллажа, их военные фотографии, 79 штук. Явуз Куацба есть такой дарственный дал в музее, они тоже у нас есть. Помимо этого, историк Руслан Гуажба, вот те, которые выходцы из Абхазии были высланы, которые стали известными людьми в чужбине, да, все фотографии с историями дарственно отдал Гудаутскому музею. Кстати, хочу признаться, вот он очень, вот действительно душой вот всегда, и все, что касается махаджирам, вот здесь находится. Дал письмо последнее, когда Владислав Григорьевич был аспирантом в Москве, письмо, что писал Руслану Гожба. Письмо лежит вот там и напишет: Руслан, не останавливайся, собирай побольше махаджиров. Но письма тогда так в советское время посылать нельзя было, через кого-то передавали. Он пишет: через Зиту Аргун передай, она мне передаст, я вышлю. То есть связь была большая. И мы сегодня должны понять, что если диаспора не вернется, мы в меньшинстве всегда здесь. И поэтому хочу слушателям сказать, депортация абхазов называется Ачукба Тимура книга, посхемно, когда столько выслано было. 85% абхазов выслано было за пределами Абхазии. Иногда многие говорим, что уехали, пускай там находится, это наше, так нельзя, это на их землях мы живем, у меня волосы дыбом встают, когда это я говорю. Пока мы вот не поймем, что без них мы потеряемся, это будет сложно.